Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Во время брифинга посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов рассказал об итогах узбекско-кыргызского сотрудничества за 2018 год и о предстоящих мероприятиях 2019 года. Назвав 2018 год годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, узбекистанцы реализовали в рамках соответствующей государственной программы 76 тысяч проектов на сумму 21 триллион сомов и 1 миллиард долларов, что говорит о масштабах совместной работы, которую начинали с добрыми намерениями. Посол отметил, что в 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов и достигнуты договоренности по 1080 проектам на общую сумму 52 миллиарда долларов. В 2019 году принята государственная программа по реализации стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, в год активных инвестиций и социального развития, предусматривающая реализацию проектов на сумму около 17 триллионов сомов и 8 миллиардов 100 миллионов долларов США. В духе добрососедства, дружбы и стратегического партнерства продолжались контакты узбекско-кыргызских взаимоотношений. В наших странах широко праздновали 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской республикой, 90-летие Чингиза Айтматова. Одним из самых важных событий прошлого года для региона стало принятие первой резолюции Генассамблеи ООН по Центральной Азии под названием «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе». Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов сказал: «Регулярные контакты, встречи и диалоги глав наших государств, правительств, парламентов, министерств и ведомств, а также предпринимательского сообщества стали стимулом для увеличения объемов товарооборота, стимулирования инвестиционной активности, укрепления прямых бизнес-контактов и реализации совместных проектов». Например, открылись совместные узбекско-кыргызские предприятия по выпуску пластиковых окон и дверей АМЗО, по производству стиральных машин под брендом «Артель». Также прорабатываются совместные проекты в сфере производства строительных материалов, текстильной и швейной продукции, автомобильной и сельскохозяйственной техники. За январь-декабрь 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился на 189,6% и составил 481 миллион долларов. Удельный вес Кыргызстана во внешнеторговом обороте нашей республики составляет 1,4%. Кыргызстан входит в топ-20 стран, имеющих наибольший удельный вес в торговом обороте Узбекистана. По экспорту на 6-м месте, по импорту на 20-м. Наши страны располагают большими возможностями и резервами для того, чтобы довести объемы двусторонней торговли до 500 миллионов долларов в самое ближайшее время. Продолжается работа по описанию прохождения линии узбекско-кыргызской границы по участкам, оставшимся за рамками договора об узбекско-кыргызской госгранице от 5 сентября 2017 года. Интенсивно контактируют между собой администрации приграничных областей, академические, культурные, молодежные и религиозные организации, туристические компании на двусторонних мероприятиях и международных форумах. По данным Госкомтуризма Республики Узбекистан, в 2018 году страну посетило свыше 5 миллионов туристов. Это больше в 2 раза, чем в 2017 году. За январь-декабрь прошлого года количество посетивших Узбекистан кыргызстанцев составило 1 миллион человек против 360 тысяч за аналогичный период 2017 года.
рост составляет в 2,7 раза. График международной повестки дня на 2019 год у Узбекистана и Кыргызстана считается насыщенным. Об этом на наш вопрос ответил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов. 2019 год международной повестки дня Узбекистана и Кыргызстана очень такой довольно плотный. В апреле, этого года в Ташкенте намечается провести вторую консультативную встречу глав государств региона Центральной Азии. Затем у нас будет проходить еще перед этой консультативной встречей ряд таких довольно встреч, форумов на уровне экспертов, Центральноазиатский экономический форум на уровне членов правительства. Кроме того, в апреле у нас намечается провести международный форум искусства Бахши, куда приглашены очень многие народные сказители. Во всем мире есть Кыргызстана тоже. В сентябре в Коканде состоится первый международный форум ремесленников. Это тоже очень такое народное ремесло, для того, чтобы мы могли развивать и наших народных умельцев, домашнее производство и показать всему миру культуру, искусство и прикладное искусство Узбекистана. В то же время в Кыргызстане тоже очень насыщенная повестка дня, ибо Кыргызстан в этом году возглавляет и председательствует Шанхайской организации сотрудничества. Соответственно, в рамках этого председательства до июня пройдут различные советы политических ведомств, секретарей Совета Безопасности и других структур ШОС. Но самое главное событие произойдет в июне, когда здесь будет саммит ШОС, соберутся главы государств 8 стран, членов ШОС, наблюдатели, плюс партнеры по диалогу, представители международных организаций, что позволяет сказать, что здесь будет очень насыщенная внешнеполитическая деятельность Кыргызстана. Соответственно, Узбекистан готовится к участию ко всем этим мероприятиям и поддержать все те усилия Кыргызстана проведения вот этого знаменательного и важного мероприятия в жизни кыргызстанского общества. Также посол отметил, что 5-6 февраля текущего года в Ташкенте планируется проведение второго международного форума для обсуждения предложений по концепции стратегии долгосрочного развития Узбекистана. Далее посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов ответил на вопросы журналистов. Аслан Азимзаде – певец, композитор, лауреат республиканских конкурсов, студент Азербайджанского государственного экономического университета. Был председателем Совета студенческого научного общества Азербайджанского государственного экономического университета в 2017-2018 годах, Комитетом студенческого профессионального союза факультетов МЭО и экономики 2015-2017 и членом правления Республиканского общества дружбы Азербайджан-Казахстан имени Гейдара Алиева 2013-2017. Аслан Азимзаде профессионально исполняет гимн Кыргызстана в различных официальных мероприятиях. Я Аслан Азимзаде, хочу рассказать, как я познакомился с заслуженной артисткой Киргизии Жылдызом Османалиевой. Один день посол Киргизии в Азербайджане позвонил мне и предложил спеть гимн Киргизии. Я, конечно, согласился. На этом мероприятии я познакомился с Жылдыз Ханум. И с тех пор у нас очень отличные дружеские отношения. Я желаю Жылдыз Ханум всего самого наилучшего, крепкого здоровья, творческих высот и, конечно же, жду в Baku. Sonda demək istərdim ki, əvvəla bu reportaj xüsusən Piramida TV və Dostluq Körpüsü verilişi üçündür. Bizim Azərbaycanlılarımız Qırğızstanda çoxdur, həmvətənlərimiz Qırğızstanda çoxdur. Mən sizin hamınızı salamlayıram, sizləri bağrıma basıram
Möhkəm olun, yaxşı olun. Sağ olun. В настоящем невозможно представить жизнь без знания иностранных языков. Люди общаются друг с другом и передают свои мысли, эмоции, настроения, и все это делают с помощью слов. Каждый хочет, чтобы другие его понимали. Когда ты знаешь иностранный язык, открывается много возможностей в общении. Можно многое узнать о разных традициях и культурах, можно знакомиться с разными людьми. Сейчас это очень легко. В наше время, время глобализации, знать иностранный язык жизненно необходимо. Например, изучать турецкий нам, кыргызстанцам, очень легко. У нас в Бишкеке, в микрорайоне Джал, кампусе университета Манас, с 1996 года существует турецкий образовательный центр «Tömer». 1996 yılından bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişi sertifika verdik. Bir 60 bin kişiye de Türkçe öğrettik. Руководитель центра Ахмед Гюзубол приглашает всех желающих изучить турецкий язык. С первого же дня образования нашего центра до сегодняшнего дня количество наших учащихся составило 40 тысяч выпускников. В общей сложности турецкому языку обучили около 60 тысяч. Наши занятия начинаются с 8 часов утра и продолжаются до 8 вечера. Контингент учащихся самый разный, от мала до велика. У нас самые опытные преподаватели, которые применяют облегченную форму быстрого обучения языку и добиться высокого уровня. Так, в 2018 году наши курсы завершили 1500 бишкекчан. Классы турецкого языка также открыли и в регионах. Сегодня в них получают знания более 1000 человек. Такие классы открыты на Иссык-Куле, в Балыкчи, Чолпанате, Нарыне, Оше, Баткене, Джалабаде и Карабалте. Tömer курсы турецкого языка по программе «Анкара» начинаем с февраля месяца. Наша цель – создать мост дружбы между двумя братскими странами. Türkçe öğretmeye devam edeceğiz. Bizim buradaki amacımız Kırgız ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek, iki milletin ortak değerlerini, kültürlerini birbirlerine iyi tanıtmak, iki millet arasında köprü olmak.
Наша жизнь – постоянное соперничество. Не все его выдерживают. Но когда рядом люди крепкой породы, становится теплее, надежнее и увереннее, что завтра обязательно будет лучше. Соперничество рождает настоящих героев. Людей, которые ведут за собой остальных и являются примером. Глядя на них, хочется идти вперед, не останавливаться ни на шаг, чтобы когда-нибудь заслужить такого же уважения, которое имеют они. Давать тепло другим. Что может быть важнее для этих людей? Ведь они понимают, что их, даже пусть небольшой вклад в общее дело, это попытка улучшить жизнь тех, кто рядом. Родителей, детей. Они знают, что лишь жизнь для других, а не для себя, имеет настоящий смысл. Они плечом к плечу, никак иначе. Рядом с такими людьми надежно. Знаешь, что не один, знаешь, что не оставят, помогут. Это не дружба, это гораздо больше. Это братство. Собственная выдержка учит ценить надежность плеча товарища. Зачем такая ответственность? Она на каждом этапе, в любой сфере, в каждую секунду. Ответственность за себя и все, что вокруг. Почему она важна? Потому что по-настоящему сильные не могут иначе. Им важно, что остается после них. В сегодняшней нашей программе мы вам расскажем про замечательного человека, благотворителя, профессионала своего дела. В южном регионе страны его знают от мала до велика как добропорядочного гражданина, патриота своей земли и просто отзывчивого и доброго человека. Исманали Карабаев родился в 1963 году в семье шахтера в Сулюктюнском районе Баткенской области Кыргызстана. В 1978 году он окончил среднюю школу и продолжил учебу в профессиональном техническом училище. Как и многие другие его земляки, он не покинул родные места и остался жить в родном городе. После окончания учебы начал работать в топливно-энергетической сфере. Помогал своей многодетной семье, а после развала Советского Союза арендовал угольную шахту и открыл собственное дело. С этого и начался его горнодобывающий бизнес. Как вы стали шахтером? Я стал шахтером, потому что родился в семье шахтера, открыли шахты, чтобы люди без работы не остались, им рабочее место создали, и город остался на место. Ну, вы же знаете, быть шахтером – это очень рискованное дело. Вот пришлось вот это все вопросы решать. В основном денежные средства, вот сколько было у меня, я вложил. Что не хватило, брал с Сербского банка 2 миллиона сом в кредит. Слава богу, шахта начала нормально работать, все мы этот кредит рассчитались. Что значит Кызылбулак для вашего региона? 150 человек рабочее место дали людям. Вот ежемесячная зарплата, бюджет, налоги. Вот это все, это большое дело. Исманали Карабаев активно участвует в социально-экономической, общественно-культурной жизни региона. Был избран депутатом городского кенеша, регулярно занимается благотворительной деятельностью. С приходом зимнего сезона обеспечивает многих нуждающихся стариков и малоимущих углем.
Вы, насколько я знаю, были депутатом местного Кенеша, да? Да, я был депутатом местного Кенеша 2014 по 2016 года. 4 года был депутатом города Сулюкта, местный Кенеш. Сколько могли, столько в город вложили силы, асфальтировали дорогу, бюджетным организациям, например, школам помогли, там детсадам. Кому что надо было, все делали. То есть занимались благотворительностью? Да, и благотворительностью тоже занимались. Я построил по улице Исмаил Эльмирату, мечеть построил людям. Станции «Кольцо» ФАП построил на свои деньги. Благотворительность сделал. Вы были меценат года. Да, в 2013 году меценат года я получил, потому что в 2012 году на благотворительность где-то около 4,5-5 миллионов я направил вот эти деньги. Исмаил, вы знаете, каждый шахтер, когда из дома уходит, естественно, они наверняка прощаются со своей, может быть, жизнью, своей семьей, потому что знаем, что шахтерская работа – это очень опасная работа. Поверхность открытой шахты есть подземные. Вот наш выходит, получается, подземная разработка. Вот эта подземная разработка, есть такая опасное производство, называется это. Группы из 10 человек распределяют по конкретным участкам. Рабочие оставляют расписку. С техникой безопасности ознакомились. После всех указаний переодеваются. Вы очень много ездили по разным странам, чтобы обменяться опытом, изучить и внедрить у себя в организации вот такой опыт, который мировой считается. Да, вот это правильно. Вот мы первый раз мы ездили в Китай. Вот сейчас в основном у нас оборудование, техника китайская, потому что российские дорогие были. Я сам 3 раза ездил в Китай, 3 года, каждый год по одной. Ну, потом постепенно мы начали уже с Россией договор составлять. Ездил в Европу, тяжелую технику везти. Вот уголь мы под землей вытаскиваем, потом его надо еще реализовать. Большие грузовые машины с Европы покупали. В каких странах вы ездили? Я был в Латвии, Литве, в Польше, в Германии, в Бельгии был. Голландия был, во Франции был, вот еще в Южной Корее был, в Турции, в многих городах был. Так вот, в данное время мы сейчас своего угля мы отправили в Иран и в Турцию. Они вот наш уголь проверяют, там по качеству, там по зольности, там, ну, какие нужны элементы, они там посмотрят. Если вот это все пойдет, наши угли подходят их меркам. Мы вот сотрудничать начнем с Турцией и Ираном. Мы работаем, вот в основном нехватка специалистов вот, по разработке подземным способом добычи угля. Мы вот стараемся, чтобы вот этот создать побольше рабочих мест, и люди, чтобы вовремя зарплату получили. Вот эта зарплата на месяц, например, вот их семье вот достатки были. Вот тогда все будет наладиться, все на свое место станет. Ну, чтобы многие молодежь не покинули страну, как иммигранты в других странах не уезжали, да, это тоже очень важно.
Да, вот в данное время, вот в 90-х годах начали иммиграция в Сулюкте. Вот сейчас они возвращаются в город Сулюкту. Вот в Сулюкту начали уже дом строить, все обратно приехали, вот на шахтах работают. А вы довольны сегодняшней молодежи? Вот, например, как они воспитываются? Говорим же, молодежь – наше будущее. Мы можем доверить им свое будущее своих внуков? Вот молодежь в основном вот сейчас школы кончили, поступает в вуз. Вузы отучились 5 лет, кто на юриста, кто на экономиста. Вот после окончания вуза им негде работать. Вот надо вот это все рабочие места создавать. Вот чтобы они за рубеж на заработку не уехали. Вот в Кыргызстане их надо держать. Пусть они работают, благосостояние нашего города, нашего Кыргызстана. Пусть работают и живут. А вы довольны, как молодежь сегодня себя ведет? Поведение молодежи, уважение к старшим. А если нет, то почему? Когда человек работает 6 или 8 часов, он уже бездельничать ходить не будет. Он с работы пришел, уже на другой опять на работу. Он готовится к этому, и он всех будет уважать. Его благотворительная деятельность была оценена по достоинству. Он был удостоен награды в номинации «Благотворитель года». За 10 лет работы Исманали Карабаева на шахте Кызылбулак предприятие было оснащено современным техническим оборудованием и инструментами в соответствии требованиям работы. Работники шахты обеспечиваются горячим питанием. В общем, для них созданы все необходимые условия. Авязов Марс Асымович, инструктор шахты Курулуш, главный инженер. Исманали Джумабаевич, я его знаю уже лет 20, с работы шахт управления. Он своими силами открыл свое ОСО, столько труда затратил. Сейчас вы, наверное, все слыхали, как его хвалили. Меценат, помогает городу, работает, отзывчивый, добросердечный, коллектив его уважает. Но мы с ним тоже вместе работали. Очень хороший человек, я думаю. Вот, поэтому, видите, сколько гостей пришли на его мероприятие. Большое ему спасибо за это. Очень хороший человек, как он, короче. Отдельное внимание уделяется и спорту, чтобы сотрудники всегда были в добром здравии. Так ежегодно организовываются различные спортивные соревнования, где их победителей награждают призами, бытовой техникой, автомобилем, коврами и даже углем. На последнем соревновании «Лейлек Куруши», спонсором которого выступил Исманали Карабаев, приняли участие спортсмены из соседних республик Узбекистана и Таджикистана. В последнее время мы начали спонсировать вот такие игры старинные, вот, например, как куреш, как улак-чавыш, и вот по школам, вот мы ходим и вот собираем спортсменов там и не спортсменов, вот даем, спонсорскую помощь даем. Вот за счет этого они немножко оживаются сейчас. Вы организовали куреш, и там были с Таджикистана, с соседних районов, да? И цель какой была здесь?
Вот, как сказать вам, вот, например, если вот куреш, большой куреш игра будет, вот гости пришли с Таджикистана, с Узбекистана, с соседями, это между двумя государствами, вот этот спорт, он мостом будет им. Вот Таджикистан, вот, если какое-то соревнование сделаем, они приходят. Они вызывают, мы приходим. Это мост дружбы. Исманали Карабаев не только верный слуга народа, но и примерный семьянин, хороший отец и прекрасный сын. Что для вас значит мама? Мама – это моя мама, это смысл жизни. Мама вот нас вырастила, вот наша семья большая была, 10 человек. У рек, известно, есть свои истоки. И жизнь нам преподносит бесценные уроки. Чтоб жить красиво, мудро и богато, заприте глубоко в подвал свои пороки. Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине, ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне. Другие ценности сегодня в моде, но храни традиции, что предки подарили. Когда есть корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни. Как строй солдат закроют нас стеною от грозы стрел, отпущенных судьбою. Живите, чтобы жить, а не существовать. Учите то, что важно, в любое время знать. Любить родителей любовью неземною, чтоб в старости от согрешенного без чести не упасть. Я счастья желаю вам, братья мои, чтоб в дом не зашли к вам ненастные дни. Пусть дети рождаются у каждого в доме, пусть Бог вам подарит счастливую долю. Творите, дерзайте и побеждайте, и каждый день Творца благодарить не забывайте. Видал много умных, богатых людей я, хозяином став своего положения, кто вкусит от древа познаний идей, навек потеряет рай наслаждения. Спросил у священника: отец, расскажи, где рай на земле? Путь туда укажи. Как съездить туда, ориентиры мне дай. Ответил священник: путь, сын, сам выбирай. У ног твоей матери находится рай. Исманали балам да. Жақсы бала, мені қарай. 30 неврен бар, 30 шеврен бар, 6 қызым бар, 3 ұлым бар. İsmail Bey, қандай bir bala? Жақсы, барыдан жақсы, бардығы жақсы, жақсы. Мені қарайды. Насколько мне известно, вы еще занимаетесь рукоделием. Раньше. Раньше тар соққанмын, ай көчет, 40 мойнақ, 40 тұтақ, барыны соққанмын. Азыр енді қарыдым, 80-ге кірдім, азыр жазамын, қат жазамын, кітеп шығарамын. Что вы пожелаете своему сыну Исманали Бей и всему Кыргызстану? Жақсы болса, bütün жақсыларға қосылып, жақсы адамдарға жақсы болып жүрсе деп қалаймын. Rızkısı falan bulsun. Elimize, milletimize daim ne söylüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim.
Алла Таала женеген Раббим bizi alamga jaratkan жалгыз Раббим көпті момын мұсылмандарды бәрі жігіттерді асырасын, жолаучы жүргіншілерді асырасын, көдәктерді асырасын дегіне, шолардың қатарыда, қолы қомшыларымыздың қатарыда, шуларды уыл қыздарымды асырасын, uzun ömür ulu doğur versin, бақ-саадат, бақтылы hayat, ұлық немәті икрам eden merhamet etsin. Allah Taala tınçlık, toqçılık günüdün bütün barığa merhamet etsin deyip sırap kalağız Allah'dan. Allah Taala mağfirettu, rahimdu, rahmattu, mehriban bilgücüdür. Allah Taala cenegin barını bütün Müslümanlarda asrasın deyip sırayız. Amin. Allah'ım. Rahmat. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди. Несется стремительно земной шар, а вместе с ним и мы. По своим делам, заботам, пунктам плана, оправдывая темные круги вокруг глаз и мелкую сеточку морщинок естественной красотой и необходимостью с достоинством принимать свои годы или какими-либо другими отговорками. Годы оставляют на наших красивых и молодых личиках свой отпечаток. Поспорить с этим трудно, но есть определенные решения, которые позволяют нам сохранить и поддержать нашу с вами молодость. Ведь косметическая индустрия не стоит на месте, а вместе с ней и расширяются возможности по выбору вспомогательных средств и процедур по уходам за кожей. Татьяна Альбицкая, врач-косметолог, советует, чему стоит уделить внимание и над чем задуматься прежде, чем начинать путь к самой себе. Желанной, красивой и вечно молодой. Мы будем рады видеть вас у нас в своем салоне. Мы можем вам здесь предложить комплекс косметологических услуг, связанных с уходом, с омоложением, с самыми серьезными уходовыми процедурами инъекционными и релакс-процедурами, которые выполняют специальные сотрудники наши, все врачи с высшим медицинским образованием. Я закончила медицинский институт города Фрунзе еще тогда, это уже Бишкек, города Бишкек в 1996 году по специальности педиатрия. Потом я проходила на факультете усовершенствования врачей специализацию по дерматологии и косметологии. И также все наши врачи в клинике имеют соответствующую квалификацию. Мы все имеем право сотрудничать и работать на рынке. На рынке мы уже более 10 лет. В нашей клинике есть все необходимое оборудование. В нашей клинике представлены все самые современные аппараты, которые существуют на косметологическом рынке мировом. Мы с достоинством можем вам предложить и нитевой лифтинг, и мезотерапию, плазмотерапию, ботулинотерапию. Как я уже сказала, и самые сложные, и самые простые. Это и массаж лица можно сделать, и поверхностные пилинги. Если вам необходима процедура по мгновенному омоложению лица, мы тоже будем рады видеть вас у нас в салоне. Мы можем вам предложить процедуры, которая позволит вам выйти в свет уже через несколько часов. Можем предложить комплекс процедур, которые улучшат качество вашей кожи, улучшат качество вашей жизни, потому что не секрет, что мы, женщины, социальные, и мы должны нравиться прежде всего себе. Мы представляем свою программу на канале Мосдружба, и в поддержку можем сказать, что у нас в коллективе точно так же работают различные национальности. Сейчас пытаюсь посчитать в голове
Сотрудников у нас где-то человек 35, и, наверное, 15 национальностей могу перечислить. Реально со всех точек мира. И корейцы, и лезгины, и осетины, и чеченцы, узбеки, русские, кыргызы, естественно, татары. И, наверное, еще надо будет прям перечислять украинцев, белорусы. Мосдружба за нас. Мы находимся на Токтагула 169 в городе Бишкек, пересекает проспект Мира.